На пресс-конференции прозвучали ответы на вопросы по социальным выплатам, которые должны начаться с 1 июля. Об эпидемиологической ситуации и темпах вакцинации населения в Туве. В сегодняшний день нужно еще достигнуть коллективного иммунитета, привить всех тех, кого можно привить, потому что, еще раз говорю, мутации вируса, они только появляются в организме людей, которые и не переболели, и не привиты. Поэтому на сегодняшний день самая главная наша с вами задача – привить наше население от новой коронавирусной инфекции. Нужно привить только по самым скромным подсчетам не менее 60% населения нашей республики. Это чуть более 124 тысяч человек. На сегодняшний день, буквально вчера, вакцина поступила, 16 600 доз поступило. В ходе эпидрасследования установлено, что более 30 детей обращались к врачу с симптомами вирусной инфекции, но сотрудники не сообщали об этом в Минздрав Тувы и продолжали лечить детей на месте своими силами. Эпидемиологи считают, что данный инцидент – повод еще раз напомнить всем о необходимости вакцинации. Понимаете, что вакцинальный комплекс состоит из двух прививок. Первый компонент, второй компонент. И для того, чтобы выработался хороший напряженный иммунитет, должно пройти 42 дня. Это не так, что первый компонент получил, и уже он себя считает привитым. Просто у нас были такие случаи, поэтому останавливаем. После первой прививки должно пройти 21 день. После второй компонент человек получает. Еще должно пройти 21 день. И вот тогда, то есть полный комплекс составляет 42 дня. И только тогда мы можем говорить, что у человека выработался напряженный, хороший иммунитет. Состояние госпитализированных и находящихся на обсервации детей в данный момент оценивается как стабильное. В связи с тем, что второй сезон отдыха в детских лагерях закрыт, встал вопрос о возврате денежных средств, потраченных родителями на покупку путевки. Родители в платформе ПГЖ зарегистрированы были и получили свою 50% стоимость. Им просто-напросто надо будет заявление вот этого продублировать, и дальше уже финансисты отработают. Вчера прямой эфир проводили Масленникова Наталья Анатольевна, заместитель министра, вместе с начальником отдела финансово-экономического отдела и госпитального отдела. И алгоритм маршрутизации получения мы составили. То есть на местах, если покупали в школе в образовательной, если покупали в управлении образования, там уже коллеги знают, что делать. В лагере «Орленок» ковида нет. Все анализы детей и персонала на коронавирус отрицательны. Отметим, что из-за коронавирусной инфекции детские лагеря закрывают и в других регионах России – в Саратовской, Ленинградской областях и в ряде других. На днях коронавирус объявился в Железногорске. Там ковид выявили сразу в 2 детских лагерях. Алдын Казбуян, Буян Мунгуш, Кузел Сарых Сарен, Тува, 24.